С добрым прекрасным утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день сегодня на календаре. 4 сентября, пятница. И пусть она у вас будет легкой и очень продуктивной. Так что встаем, просыпаемся и давайте вместе улыбнемся новому дню. А прямо сейчас какая погода нас ждет сегодня? По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила 9-10 градусов выше 0. Днем потеплеет до 22 градусов. В Заречье в 6 часов утра плюс 8-13, днем плюс 17-20. В Южных Улусах в 6 часов утра плюс 8, плюс 9, днем до 19 градусов тепла. В Вилюйских группе Улусов утром 9 градусов тепла, днем 18-19. В Нижнеленских 12 утром, днем до 17 градусов тепла. В западной группе Улусов утром плюс 8-11, днем до плюс 21. В Колыма-Индигирской группе Улусов в 6 часов утра плюс 4, плюс 9, днем плюс 5, плюс 17. В Янских Улусах утром плюс 1, плюс 11, днем плюс 8, 18. В северо-западной группе Улусов в 6 часов утра плюс 7, плюс 10, днем до 12 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 9 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Днем ожидается плюс 21-23 градусов выше 0. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и для вас наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Можете отправлять уже свои приветы, поздравления и утренние пожелания. А мы продолжаем наш эфир. В начале лета был объявлен специальный конкурс президентского гранта, направленный на борьбу с распространением COVID-19. Об его итогах и какие проекты будет притворяться в жизнь, нам расскажет Надежда Вячеславовна Махначевская, исполняющая обязанности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Доброе утро, Надежда. Доброе утро, Мария. Давайте расскажем нашим телезрителям, что за специальный конкурс и с какой целью он был объявлен. Да, действительно, 8 июня на встрече с работниками социальных учреждений некоммерческих организаций наш глава государства Владимир Путин объявил о том, что 16 июня 2020 года стартует специальный конкурс Фонда президентских грантов, который направлен на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Заявки принимались в течение месяца, 16 июня по 15 июля. Всего, если говорить о республике Саха-Якутия, подалось 56 заявок от наших некоммерческих организаций. Заявки принимались по 3 направлениям. Если мы говорим об обычном конкурсе Фонда президентских грантов, обычно это бывает порядка 13-15 направлений, выше 10. А этот конкурс у нас затронул всего 3 направления. Это социальная поддержка граждан, это охрана здоровья граждан, ну и охрана, поддержка материнства, отцовства и детства. По 3... А какие проекты победили, какие вот приняли участие, вообще по каким направлениям были заявки? Да, заявки у нас поступили по всем 3 направлениям. По всем 3 направлениям. Победителей у нас 7. Всего сумма привлеченных средств 14 миллионов. Но даже дело не в той сумме, которую... не в сумме даже проектов, а в том, что социально ориентированные некоммерческие организации республики опять в очередной раз показали, что они самые у нас активные. Больше всего заявок, допустим, если мы сравниваем Дальневосточный федеральный округ, поступило от некоммерческих организаций республики в количестве 56, и 7 проектов у нас одержали победу.
А вот какие проекты, можете, да, конкретно рассказать, какие проекты были, вот стали победителями и в какие сроки будут реализовываться? Сначала давайте я начну со сроков. Сроки реализации у нас с 1 сентября текущего года уже начинаются. Итоги были объявлены в конце августа 28 числа. И реализация проектов этих пройдет до 31 декабря 2021 года. То есть в течение практически 1,5 лет пойдет реализация проектов, которые Ага. направлены на борьбу с распространением Прямо коронавируса. сейчас на экране мы Есть, видим фотографии победителей же, да? Мгм. да, по телевизору, я вот тоже, у меня стоит телевизор Мгм. включенный, идет трансляция, да, фотографий победителей, Мгм. тех людей, которые взялись за проекты по Мгм. борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мгм. Но если говорить конкретно о проектах, Мгм. то 3 проекта у нас направлены на работу по волонтерству. Мгм. И 4 проекта – это проект по помощи людям, которые из малообеспеченных семей, допустим, есть у нас очень хороший Мгм. проект «Отряд Расти» в Татинском Улусе, да. Мгм. Сумма проекта не такая большая, всего лишь около 500 тысяч, но она такая наглядная и, в принципе, очень актуальная. Она направлена на организацию выездов по реабилитации для детей с расстройством аутического спектра в село Итыккёль М. Татинского района, где, собственно говоря, отсутствует именно предоставление такой помощи Мгм. детям с расстройством аутического спектра. Мгм. Вы все знаете, что в период сейчас коронавируса Мгм. сложно передвигаться между районами, нельзя находиться, максимально ограничивать себя от того, чтобы находиться в местах массового скопления Мгм. людей, в больницах и так далее. И организация, вот этот вот отряд «Расти» в Татинском Улусе и Мгм. направили свой проект именно на помощь детям. Это фонд общественной инициативы социальной поддержки имени Светланы Ефимовны Николаевой, Мгм. «Сырдык-Ира», «Свет души» называется. Мгм. Они дали свой проект по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Мгм. Надежда, получается, вот такой специальный конкурс президентского гранта, он был объявлен впервые, да? Он был объявлен впервые. Мгм. Как правило, в год у нас проходит 2 этапа специального конкурса. Мгм. Конкурсы, допустим, текущего года, они объявляются в предыдущем году. Допустим, с 1 сентября у нас стартовал первый этап уже Мгм. 2021 года. Кстати, все некоммерческие организации мы просим активно участвовать в этом конкурсе. Прием заявок продлится до 15 октября 2020 года. В принципе, время есть. Мгм. И хочется тут отметить, что те проекты, которые у нас не прошли конкурсный отбор грантов главы республики, также можно подать, потому что форма заявки на проекты грантов главы, она ровно идентична форме заявки фонда президентских грантов. Хорошо. Поэтому смелее подавайтесь. Ага. Спасибо большое, Надежда, за то, что реализовываете такие очень нужные социальные проекты. Желаем вам удачи и ждем с итогами уже в конце следующего года наверняка, да? Да, будем надеемся, что все у Мгм. нас проекты очень эффективно и плодотворно реализуются. Желаем всем нашим победителям удачи, успехов, ну и Хорошо. всего, конечно, самого хорошего. Ага, Спасибо спасибо. большое. Спасибо. Мы продолжаем наш эфир. На прошлой неделе, почти после полугодового перерыва из-за пандемии, в Якутске возобновил работу Русский театр имени Пушкина. И 18 сентября он откроет свой 130-й сезон. Сложно ли выходить на сцену после долгого перерыва и чем обрадует артисты своих зрителей, узнала Ларина Сукуева. Мы планируем
у нас сейчас, вот, к сожалению или к счастью, не знаю, но вот терминология такая сейчас есть, то, что мы планируем 18 сентября, если все нормально, если условия будут позволять, мы планируем открыться уже на зрителя и открыть таки 130-й театральный сезон. При открытии будут соблюдены все предписания Роспотребнадзора по санитарно-социальным мероприятиям. А это значит, что будет действовать масочный режим. Также в театре будет организован пункт по продаже масок и дезинфицирующих средств. И пока разрешена только 50% наполняемость зала. Говорят, что шахматы, да? Но видите, в чем дело? Вот я один пришел, да? А тут команда пришла, компания. То вот компанию мы рассаживать не можем, так же, как семью рассаживать не можем. Мы их садим одновременно, но через одно кресло от других сидящих. Вот и все, да. Пустая сцена, пустой зрительный зал. Такое театр не видел со дня своего основания. Артистам, которые привыкли быть в центре внимания и в гуще эмоций, этот перерыв дался нелегко. Поэтому новый театральный сезон они встречают с волнением и радостью, а некоторые и с прекрасными новостями. Прекрасная новость – это то, что вручение звания заслуженной артистки Республики Саха-Якутия, вы, наверное, это имеете в виду. Да, это очень будоражащее, волнительное, очень такое значительное событие. Большая ответственность. Открывать сезон русский театр традиционно будет с Пушкина. И 18 сентября зрители увидят трогательную и добрую постановку «Барышня-крестьянка». А малышей труппа порадует новым спектаклем «Путешествие Незнайки». И, кстати, руководство театра подчеркивает, что все билеты, купленные зрителями ранее, действительны. Все спектакли состоятся. Будет довольно-таки интересный и насыщенный сезон. Мало того, у нас планируется приезд довольно-таки известных труп театра, да, чуть позже. У нас планируются двусторонние гастроли. Еще спешим напомнить, что минувшим летом для русского театра состоялся набор актеров в Театральный институт имени Щукина. Этот набор очень долгожданный, ведь в последний раз он проходил для театра 20 лет назад в школу-студию МХАТ. В результате студентами знаменитой «Щуки» стало 4 якутян. Очень интересный театральный сезон нам предстоит. Всем доброго дня. Желаю, чтобы этот день стал самым лучшим и с наступлением осени. Осень – самая красивая часть года, пишут нам наши телезрители. К сожалению, не подписались. Дорогие телезрители, пожалуйста, подписывайте свои сообщения. Еще одно поздравление хочу зачитать. Тут не... В следующий раз прочитаем. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что можно дышать правильно и неправильно? Как это влияет на наше здоровье, нам расскажет Татьяна Ивановна Прокопьева, исполняющая обязанности заведующей пульмонологическим отделением Якутской республиканской клинической больницы. Доброе утро, Татьяна Ивановна. Доброе утро. Вот тема у нас называется «Дышать полной грудью». Как же вот до старости лет сохранить эту способность, возможность дышать полной грудью? Ну, конечно, в первую очередь это соблюдать всегда с молодости, с детства, закладывать в детей здоровый образ жизни. Одним из вредных факторов, я не открою как бы колесо, да, это никотин. Не надо вот табакокурение. Физические упражнения должны быть умеренные физические упражнения. С детства должны правильно дышать. И правильное дышание это, конечно, через нос. Это очень важный аспект, потому что через нос проходят капилляры, носовая полость, она богата капиллярами. И вот эти капилляры, кровь непосредственно идет в головной мозг. То есть вот непосредственно прямой путь поступления кислорода в головной мозг это через носовую полость. Но чаще всего как бы мы дышим неправильно через рот. Но нужно учиться дышать через нос. Это очень важный момент. Плюс нужно делать, сейчас очень такое модное направление, как скандинавская ходьба. Это остается одной из такой простой, доступной, да, и в то же время полезной и в части сердечно-сосудистого, как бы для системы сердечно-сосудистой, для дыхательной системы.
Сейчас очень, очень популярно это, и очень отрадно видеть, что наше население от молодых, как бы молодежь ходит, да, и очень радостно видеть, что люди пожилого возраста очень активно пользуются вот этой методикой. Мгм. А вот вы сказали, что гимнастику нужно делать. Да вот как-то Да. в домашних условиях это можно делать, да? Самому, Это, самостоятельно? это очень простые упражнения. Главное, что важно, чтобы вот верхняя часть туловища, она двигалась. Это можно делать взмахи руками по сторонам. Можно их утяжелять, но Да. А можете показать очень самые простые? самые простые упражнения, Да. ну, если вот так вот видно, просто руки, можно поднимать руки, можно вращать руками обычно. Мгм. Вот, да. Главное, чтобы двигалась, можно делать наклоны по сторонам, главное, чтобы двигалась верхняя часть туловища. Тогда Мгм. это как бы усиливает газообмен. Как часто это нужно делать? Сколько раз в день? Ну, вообще, лучше это делать 5 раз в неделю, но по возможности вот каждая же физическая нагрузка, она индивидуальна для каждого человека. Кто-то занимается активно в течение часа, кто-то занимается в течение 20 минут. Но Мгм. самое лучшее считается же вот что нужно обычная ходьба. Сейчас вот на улице такая хорошая погода, да, обычные прогулки. Но надо, и когда вот ходите, нужно обязательно размахивать руками, вот как М, скандинавская. Даже если у вас палок нет, просто размахивайте руками и ходите тем м, шагом, как вам комфортно. мгм. А вот скажите, какие симптомы должны насторожить, вот, когда я должна понять, что пора обращаться к врачу, там, при дыхании или там при ходьбе, что меня должно беспокоить? Но беспокоит, конечно, в первую очередь одышка. При малейшем движении, вот даже если при обычном вашем движении, когда тоже, например, застилаете кровать, и Мгм. вот это же наше каждодневное, да, действие, и вот когда вы застилаете кровать, и вдруг появляется у вас одышка, общая слабость, еще плюс у вас есть, если температура свыше 37,5 градусов, недомогание, это, конечно, это уже признак того, что необходимо обратиться за медицинской помощью. Мгм. А Врач, медицинский работник подходит, осматривает, и он, значит, решает. Мгм. Может э, помочь только врач же, да? Да, Ага. ну или фельдшера тоже скорой медпомощи, где будет получать медицинскую помощь амбулаторно или пациенту показано стационарное лечение. Мгм. Татьяна Ивановна, еще нужно вот все-таки самоизоляцию у нас еще не сняли. Да, Распространение ковид еще не остановилось. Да вот как можно снизить риск тяжелого лечения? Можно ли вообще это как-то сделать? да, конечно, это можно. Это простые действия, о котором нужно соблюдать требования Минздрава, требования Роспотребнадзора. Это обычные это в первую очередь это ношение масок. Во вторую очередь это необходимо исключить по возможности не посещать людные места. Мгм. Только при необходимости ходить в магазины. Мгм. Только если вот и не собираться не более 4 человек как бы в одном помещении, да, вот если на работе если приходится, все равно вы вынуждены работать. Мгм. У нас, например, в больнице вообще уже запрещено собираться даже больше 2 человек в одном А, в одном да. кабинете, да? Это обязательно нужно, желательно ношение перчаток одноразовых. Если нет такой возможности, и как вы приходите домой, все, вы должны сразу обрабатывать руки. Вот сейчас продаются антисептики, затем снимаете вы верхнюю одежду, опять обрабатываете руки или моете. Но если нет антисептика, это обязательно нужно мыть руки с мылом. Хорошо. Спасибо большое, Татьяна Ивановна, за ваши советы, рекомендации. Давайте пожелаем нашим телезрителям дышать всем полной грудью. Всего доброго.
А мы Спасибо. продолжаем наш эфир. У нас еще одно поздравление. Поздравляем нашего племянника, брата Федорова Александра Куприяновича, учителя информатики высшей категории, обладателя нагрудного знака Надежды Якутии, с победой в федеральной программе «Земский учитель» и с назначением учителем физики и информатики в Тандинской средней школе у Салданского улуса. Желаем успешной работы на новом рабочем месте. Вам желают, Александр, родные, всего самого доброго. И мы от своей команды тоже присоединяемся. И продолжаем наш эфир. С началом учебного года Театр танца «Галатея» объявляет набор на онлайн-учебу. Их особенная методика работы с детьми давно полюбилась не только детям, но и их родителям. Подробнее в следующем сюжете. Театр танца «Галатея» основан в 2004 году в городе Ростов-на-Дону. Обучение в нем ведется по авторской методике основателя и тренера Галины Сотник, в которой собрано все лучшее из гимнастики, йоги, балета, акробатики. С прошлого года по всей стране открылись филиалы школы, в том числе и у нас в Якутске. По методике мы к ребенку не подходим слишком близко и не трогаем руками детей. Нам, например, это как бы ничего не влияет, то, что заниматься и в зале, и провести онлайн-тренировки. Потому что ребенок осознанно работает, он внутренне сам себя вытягивает, он все слышит и работает только сам над собой. Мы никаких там этих движений, у нас никаких растяжек, например, нет, да, там силой, мы, там руками вообще категорически запрещается нам давить на ребенка или там поднимать ножку наверх. Сотрудничество с лучшими тренерами и педагогами не только у нас в стране, но и за рубежом помогло создать эту уникальную методику, которая дает удивительные результаты. Театр танца «Галатея» это являются они действующими чемпионами России и мира по танцевальному искусству, как классический танец, чир-джаз, степ. Мы ни разу не останавливались во время карантина, так что сейчас вот будем воспитывать чемпионов и будем привозить к нам в республику. Как и в любом образовательном учреждении, самое главное в Галатее – это ученики. Их желание приходить в любимую школу и становиться лучше. Мне очень нравятся спортивные танцы, потому что они энергичные. Во-первых, у меня здесь первое соло, и со мной обращаются без зора, и здесь намного лучше. Это первое мое соло. Я с ним уже очень много танцую, много с ними уже протанцевала. И какие танцы, номера ты бы хотела исполнять? Хореографические, классика и спортивные. Каждый месяц один раз открытый урок бывает специально для родителей. Дети показывают свои результаты. Мы видим, какие у нас результаты у детей. И мне кажется, вот преподаватели способные и дают все детям, теплоту, душу свою, чтобы дети развивались. В Театре танца учеба онлайн уже в эти дни началась, но вы еще успеваете записаться. А все преподаватели, ученики и родители ждут не дождутся снятия ограничительных мер, чтобы в полной мере насладиться живым общением и уроками в зале. Так тут наши телезрители желают: любимые работники НВК, новый день с добрым, прекрасным утром, отличного рабочего дня и крепкого здоровья. Вот как ни крути, здоровье – это все-таки самое главное. Как говорится, было бы оно, все остальное приложится. И давайте все вместе скажем спасибо тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Ведь врачи, они такие же люди, как и мы с вами, у которых есть семьи, свои заботы. И к нам подключается Виктория Захарова, волонтер, который не словами, а действиями выражает свою благодарность. Доброе утро, Виктория. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот какие акции вы проводите в рамках «Спасибо врачам»? Ну, мы помогаем врачам, собираем бытовую химию, продукты и так далее, ну, чтобы как-то облегчить их работу. Они сейчас работают в очень сложных условиях, поэтому мы стараемся им помочь. Сколько вас
активистов в вашей группе? Ну, идейными вдохновителями и организаторами этого движения являются Сахая Гоголева и Надя Павлова. А нас где-то 30 человек в группе WhatsApp, тех, кто помогает. А кто вы по профессии? Вы студенты или работающие? Нет, там самые разные люди, предприниматели, обычные госслужащие, сотрудники, студенты, всякие разные люди. Вот мы видим фотографии, где вы приносите вот то, что собрали. Так если человек захочет к вам присоединиться, что ему нужно сделать? Написать Сахае в Инстаграме или в Твиттере. Скорее всего, этого достаточно будет. А как часто у вас вот это вот происходит, передача? По какому принципу вы выбираете, там, сегодня идем в это отделение, завтра в то? Сахая напрямую работает с Зоей Николаевной Игнатьевой. Мы в основном работаем с ней, если она говорит, что нужно вот сколько-то там гелей для душа, продуктов и так далее, какое-то отделение, мы собираем все это и отвозим. Также помогали Дому ветеранов, матери-одиночки и так далее. А вот с какой целью, вот какой посыл вот вашего движения именно? Вот с чего вы решили начать? Все-таки, ну, как мы ранее сказали, у всех свои заботы, свои дела, семьи. Ну, помочь врачам, как-то их поддержать, то, что они не одни, то, что люди, народ тоже с ними помогает, им поддерживает, чтобы... У них очень сложная работа, все мы это знаем, и они месяцами не видят свои семьи, чтобы они как-то ощутили какую-то заботу. На самом деле это очень благородное дело, дорогие телезрители. Если вы хотите присоединиться к девушкам, пишите им в Инстаграме. На самом деле это не так сложно их найти. Давайте пожелаем вам, Виктория, вам с вашими подругами, соратниками побольше добрых дел. И давайте все дружно скажем сегодня спасибо врачам за ваш нелегкий труд, за то, что стоите каждый день на страже нашего здоровья, каждый день вы спасаете жизни. И мы все это очень ценим, и это для нас очень важно. Спасибо, Виктория, хорошего вам дня, удачной работы. Дорогие телезрители, наш эфир потихоньку подходит к концу. Впереди выходные, желаем вам их провести очень интересно в кругу самых близких и родных. Далее я передаю слово своим коллегам Айталине Константиновой и Михаилу Сергееву. Будет очень хороший эфир. Всего вам доброго. Привет. А? Где? Михаил Павлов, да? Павлов, машина лирин